Центр туркменской столицы сегодня превратился в большую беговую трассу. В Ашхабаде прошел международный забег «Крылья дружбы. Евросоюз и Туркменистан», посвященный Дню Европы. Спортивный праздник, организованный делегацией Евросоюза совместно с МИДом страны и столичной мэрией при поддержке движения «Ранраш», собрал сотни сторонников здорового образа жизни. Марафон стартовал ранним утром вокруг живописного парка Независимости. Маршруты были рассчитаны на любой уровень подготовки. Пока опытные атлеты соревновались на дистанциях в 2, 5 и 10 километров, юные спортсмены вместе с родителями преодолели 2-километровый отрезок. За порядком на трассах следили судейская коллегия и волонтеры общественного движения «Ранраш». Особое внимание уделили социальному аспекту. В рамках марафона также была предусмотрена специальная инклюзивная дистанция, объединившая всех желающих без ограничений. Организаторы продумали инфраструктуру до мелочей, разделив парк на тематические локации. Для участников обустроили зону растяжки, а для самых маленьких гостей работала игровая площадка с отдельной фуд-зоной. Для меня большая честь приветствовать вас на старте забега «Крылья дружбы». Мы рады сообщить, что на участии в марафоне зарегистрировалось более 600 человек самых разных возрастов и профессий. Среди участников как любители, так и профессиональные спортсмены. Сегодня вместе с нами бегут дети, люди с ограниченными возможностями, представители старшего поколения и, конечно, опытные атлеты. Мы надеемся, что каждый из них покажет достойный результат и достигнет своих личных целей. Этот забег является частью масштабной программы празднования Дня Европы. Символично, что наше мероприятие совпало с празднованием Всемирного дня здоровья. Нам удалось объединить людей с разных континентов. В марафоне участвуют дипломаты, сотрудники международных миссий и жители всех регионов Туркменистана. Мы искренне рады видеть здесь каждого из вас. Желаю всем отличных результатов и хорошего настроения. Чтобы поддержать силы бегунов на длинных дистанциях, вдоль трассы развернули пункты питания, где можно было освежиться водой и перекусить фруктами. Несмотря на то, что День Европы отмечается в мае, организаторы решили провести марафон в апреле, чтобы участникам было комфортнее преодолевать дистанции при умеренной температуре. Сегодняшний забег называется «Забег Крылья дружбы». Все пришли с дружбой, с миром. В городе Ашхабаде такой забег собрал 640 участников, где мы провели 3 дистанции на 2, на 5, на 10 километров. В каждой категории мы выявили призеров и победителей. Также в категории в возрасте 40+, выявили победителей. Также тренажерный зал, фитнес-клуб Гороглы провели нам фитнес-челленджи. Также под музыкальное сопровождение наших диджеев и ведущих прошло это грандиозное событие. Всем здоровья, всем спорт, занимайтесь спортом, занимайтесь бегом. До встречи на следующих стартах. В финале мероприятия прошла церемония награждения. Победители получили медали и подарки от спонсоров, годовые абонементы в столичные фитнес-центры, сертификаты на спортивную экипировку, бытовую технику и памятную сувенирную продукцию. Geçen yıl Avrupa münasebeti geçirilen marafon yarışında 10 kilometre ılgavında bana ikinci orun almak baktı müyesser etti. Bu yıl olsa Türkmenistan'ın Avrupa Birleşimi Türkmenistan'daki ilçhanasının kuramağında 10 kilometre marafon yarışında bana birinci almak baktı müyesser etti. Men özüm eng atlet götürgönü olup sportun eng atletik görünüşü, onun hem uzak aralıklamak görünüşlerini kengden meşgul olanlar, bundan başka koşmaçı meşgul olan görünüşlerim, suda yüzmek, kendi stol tenis bilen izgider meşgul olanlar, şuları al mümkünçilikleri öğretip veren kahraman arkadaşımızın, kahraman serdarının cahilleri sağ tutmayan tutumlu işleri bundan beylekler ovac alsın.